У Келешбея было довольно сложное положение, когда он оказался у власти, и нужно было ее укреплять. Этот человек, он был решительный, мужественный, и он, конечно, не мог мириться с тем, что некоторые удельные князья, они фактически стали претендовать на верховную власть и стали, в общем-то, усиливать свои позиции. И, естественно, он сделал ставку на дворянство мелкое, в основном на анхаютское, на чистых крестьян. Они составляли практически все население, 3/4. И добился в этом больших успехов. Естественно, очень сложно было из Лыхны руководить всей Абхазией. Он это прекрасно понимал. К тому же не хотел отдавать на откуп тем князьям, которые были около Сухума, ишерские князья по фамилии Дзябщипа. Вы знаете эту историю с его первой женой, вот, из своего рода Дзябщипа. И он, естественно, этим воспользовался и перевел, в общем-то, свою столицу, фактически свое место пребывания в Сухумскую крепость. Это еще и нужно было для того, чтобы там утвердить власть не только в Бзыбской Абхазии, но и в других регионах. А мы знаем, что это он хорошо сделал, он, в общем, этого добился и фактически усмирил всех. И даже в Самурзаканской Абхазии, и потом распространил свое влияние, как мы знаем, уже и до Анаклии. Крепость Анаклии очень важна. Ну, что достаточно сказать, что его племянники сидели комендантами крепостей в Поте и в Батуми. Естественно, так сказать, находились под крылом Османской империи, Турции. Так же, как и он на первом этапе. Но потом, по мере того, как стала слабеть турецкая власть, особенно после 1806 года, после этого похода эскадры небольшой турецкой, когда они развернулись и вынуждены были уйти, потому что он собрал армию до 25 тысяч человек, абхазов, адыгов. Вот. Но у него был флот, мы знаем, мощный. Он контролировал от Анапы до Батуми фактически все Черноморское побережье. Конечно, был очень влиятельным человеком. Но если он с походами выходил и со своими пушками, 3 пушки, кажется, были, он почти до Кутаиси доходил. Ну, там борьба шла, по большому счету, между Соломоном II и Меретинским царем и Келешбеем за влияние на Мигрелию. Потому что Соломон, он вообще не считался с мигрельскими князьями, считал, что это его, в общем-то, там практически территория. Вот. А Келешбей очень здорово этим воспользовался, как бы взял под защиту Григория Дадьяни, потом взял в аманаты его сына Ливана. Но я хочу сказать, что я не встречал материалов, когда на самом деле надгробие, это уникальное надгробие, которое мы сегодня можем видеть только судить по фотографиям. Оно опубликовано было и у Агума Анзора, вот, и публиковал и Николай Малых, краевед, тоже он интересно сделал такой обзор. Вот. Но можно поспорить, конечно, со многими вещами. Но нигде не встречал, когда же это произошло. А это наиболее интересно. Конечно, извините меня, этот памятник Келешбею, он необходим. Тем более, что он был. Ведь посмотрите, как он сделан. Он же очень тонко сделан, понимаете. И похоже, что это время символизма в России. И вот, и даже по надгробию можно судить. Видел сны князь Келиш. Видел сны князь Келиш. Понимаете, можно по-разному. То есть, взять как бы на таком фоне историческом это рассматривать, можно предположить, что, конечно, все это было, скорее всего, сделано не в 90-х годах, как об этом пишут и отмечают. Хотя вот я никаких данных никогда не встречал. 90-е годы 19-го столетия, есть такое мнение тоже. Но похоже, вот как я говорил, что вот этот период все же
Но знаете, почему есть сомнение, что это могло быть 90-е годы? Потому что абхазы были виновным населением. С 1877 года, официально с 80 по 1907 год. И только в 1907 году виновность была снята. Она снята была не без участия, конечно, Георгия Дмитриевича Шервашидзе, Чачбы, обергофмейстера двора, который находился, в принципе, в неравном марганатическом браке с бывшей императрицей Марией Федоровной, женой Александра III. Он имел колоссальное большое влияние при дворе. Художник Александр Константинович Шервашидзе Чачба, главный декоратор императорских театров в Петербурге. Тоже фигура очень интересная. Но нигде у него я ничего подобного не встречал. Нигде ничего не слышал никогда от дочки Бианы Александровны, Русуданы Александровны Шервашидзе Чачба, ни от ее сына Демосфена Кузьмича. То есть в дневниковых записях, те, что известны, художника Александра Константиновича, тоже ничего нет. У Владимира Константиновича Чачба, его родного брата, в общем-то, тоже ничего не встречал. Никита Шервашидзе, который был министром энергетики в Болгарии, приезжал сюда после уже нашей войны. А я от него тоже ничего не слышал. Хотя, правда, я не задавал такой вопрос. Но как-то вот эта тема всегда была обойдена. Очень интересовался проблемой Вианор Пачулья. Он писал, да и многие другие тоже. Но Вианор Пачулья писал, и даже я работал в охране памятников тогда с ним вместе. Как-то мы проходили, он говорил, что в принципе вот здесь был памятник, там, где комсомольцы рядом. Я говорю, а вы не путаете? Он говорит, нет, его там взорвали в 1937 или 1938 году. Он говорит, при Лакоба памятник не трогали. Он, в общем-то, стоял. В смысле, надгробие. А надгробие было мраморное и было уникальное. Вот потом, то, что касается надписи «Видел сны князь Килиш», трактуют по-разному, с точки зрения Библии, там и всяких дел. Но мне показалось, что если это произошло вот после снятия виновности, я не исключаю, где-то, может быть, 1908, 9, 10 год, где-то так. Кстати, немаловажный еще один момент, что в этот период, кажется, в 2011 году, если я не ошибаюсь, городским головой стал Александр Григорьевич Шервашидзе. То есть все, понимаете, вот это как-то связано. О том надо ведь учесть, что Георгий Дмитриевич Шервашидзе, это же был это был правнук Килишбея. Он был внук не менее легендарного Гасанбея. И огромный дом его, который был здесь, в Сухуми, тоже, это ведь тоже о многом говорит. Вот, и там была потом, и дальше история очень известная. И я думаю, восстановить этот памятник было не так просто, потому что мнения были различные относительно Килишбея. Официальное мнение было такое, да, что он был как бы очень привержен России, но было и другое мнение, И вполне возможно, что долгое время вот эта его позиция, она не очень устраивала, потому что он все же был сторонником независимой Абхазии. Эти события 1807 года, после 6-го, они это доказали, эти события 1807 года особенно. И вот я почему говорю об этом, потому что тогда воспринималось, возможно, его потомками, это так, что он все же выступал за как бы независимость Абхазии, и что это были мечты, сны князя Килиша. Они даже не написали Килишбея, этого нет. Князя Килиша, сны князя Килиша. Вполне возможно, что под снами имелось в виду то, что вот он как бы мечтал о независимой Абхазии, и, к сожалению, все так плачевно завершилось, закончилось.
Очень лаконичный, очень немногословный памятник. Я считаю, что выдающийся вообще памятник был по произведению искусства и даже архитектуры. Он с большим вкусом был сделан. И, конечно, этот памятник, это давно, еще в советское время говорили, выступали многие. Конечно, его надо воспитать. И Хухут Бгашба Соломонович писал об этом. И многие другие писали. И, конечно, Леонид Алексеевич Шервашидзе тоже интересовался этим. Правда, я не знаю там каких-то подробностей. Может быть, они есть где-то в каких-то записях у него, я не знаю. Но это тема такая, которую нужно исследовать, изучать. А для этого нужно посмотреть газетные материалы вот этого периода, не только. И не может быть, чтобы там это не нашло отражения. Вот. То есть, если мы берем период, допустим, с 1907 года, ну, скажем, до 2012 года, 1912 года, наверное, можно отыскать какие-то следы. Либо где-то в одном из архивов, где-то это лежит. Но такой, извините меня, такое надгробие, такой памятник установить в тот период, для этого нужно было особое разрешение. А мы знаем, я уже говорил о том, что это ведь наверняка он нигде не светился, но без ведома Георгия Дмитриевича Шервашидзе виновность абхазцев никогда не была бы снята. Ну, достаточно сказать, если, например, такое грандиозное событие, как русско-японская война 1904 года. Кто обращается к Георгию Дмитриевичу Шервашидзе за помощью, чтобы войны не было? Премьер-министр Витте, и он пишет об этом в своих воспоминаниях. Естественно, он, в принципе, достиг таких высот. Сейчас я не буду говорить о других подробностях, но это кажется фантастически, но есть соответствующая ведь переписка на французском языке. Она хранится в историческом архиве Грузии. Переписка императорской семьи 1918 года на предмет того, кто мог бы в случае реставрации монархии стать во главе государства. И речь шла о сыне Георгия Дмитриевича, который был вице-губернатором ряда губерний, и пишет об этом Мария Федоровна. То есть такая крайняя ситуация была крайняя, ну потому что, вы знаете, княжеские роды, такие как в Абхазии, в Грузии, они считались уже российскими такими же. То есть династия могла измениться. Не Романовых, это кажется фантастически, но речь шла о том, чтобы вот его сын Георгий Дмитриевич возглавил российский престол. Об этом есть документальная переписка. Я в свое время об этом как-то говорил и писал. И потому вот этот памятник, понимаете, тоже очень важный момент. Потом еще немаловажная вещь. По 1912 году Николай II приезжает в Гагру, в Абхазию, встреча колоссальная, когда абхазские князья именно навстречу, особенно Александр Григорьевич Шервашидзе, который вообще колоссальную роль сыграл в истории новейшего времени того периода, 17-21, он же ехал на эту встречу. Даже есть воспоминания у Андрея Максимовича Чучева, когда где-то в районе Афона ему показалось, что ямщик, в общем, не так быстро едет, а он был очень вспыльчивый человек. И он кинжал воткнул ему в ягодицу, оказывается. Но он успел на эту церемонию. И там даже есть фотографии. Вот Денис Чачхали опубликовал, кстати говоря, как-то. Интересные фотографии о встрече в Гаграх Николая II. И там центральная фигура как раз Александр Григорьевич Шервашидзе. То есть он уже в этот период городской голова Сухумский.
но тоже может в этот период, понимаете? Ну вот как-то вот. Ну ясно, что где-то, наверное, до Первой мировой войны, начиная с 1907 года. Но надо найти материал. А это, конечно, это ведь фигура, которую мы обозначили, не только мы в истории. И Арденбов Владислав говорил об этом. Килишбея сам Бог велел в таком месте. И не надо искать, вы понимаете, я не считаю, что это важно. Мы знаем место, где это связано с крепостью, это локализовано все. Эта крепость, она прежде всего с его именем связана. Без этих людей сегодня не было бы Абхазии, не было бы нас. Вот для чего, прежде всего. Вот все, кто есть, вот там называется у нас 4 фигуры основные, да, как бы ключевые. Есть и другие, естественно. Но если так говорить, вот они квинтэссенция всякого, каждого периода. Именно они как бы вошли в историю. Вот. Конечно, извините меня, этот памятник Килишбею, он необходим. Тем более, что он был.